Недавно глава грузинской партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил о том, что в Грузии рассматривается возможность проведения некоего референдума относительно возможности открытия второго фронта. Насколько это вероятно, когда может начаться Третья мировая война и о последствиях геополитических процессов для Абхазии, об этом в интервью с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тане. Последние новости, которые поступают из Грузии, они вызывают в Абхазии обеспокоенность. Власти Грузии допустили возможность референдума по вопросу открытия второго фронта против России. Как вы восприняли эту новость? В принципе, когда привыкаешь к сюрпризам со стороны Грузии, мало что удивляет. Я отнесся спокойно, воспринял спокойно эту новость. Мое внимание особо привлекла лишь постановка самого вопроса об открытии второго фронта. То есть выносится на референдум, скажем так, гипотетически выносится на референдум вопрос начала войны практически. Это означает, что народ Грузии будет решать объявить войну не только Абхазии и Южной Осетии, но автоматически и России. Вряд ли человек ответит положительно, если он, конечно, в здравом уме и твердой памяти о 92-93 годах и о 2008 году. Я на эту тему высказал свои мысли, опубликовал комментарии в соцсетях. Могу резюмировать. В целом сказал о том, что у Грузии сложилась ситуация, при которой любой шаг, который она сделает с политической точки зрения, ухудшит ее положение дел. То есть это своеобразный цумцванг, так называемый. То есть если она откроет второй фронт, значит, она подвергнет существованию, скажем так, оставшуюся государственность, подвергнет серьезному риску. Если она не откроет второй фронт, тогда грузинские политики, которые являются вассалами западных покровителей, собственно говоря, просто разочаруют своих сюзеренов. И, соответственно, Грузии приходится выбирать из двух зол. Очевидно, что выбирают наименьшее зло в данной ситуации, что власти Грузии против второго фронта, чтобы как-то оправдаться перед своим народом, перед западными коллегами, перед Украиной в том числе, которая с 2014 года особенно стала плотным союзником Грузии. Чтобы как-то перед ними оправдаться, власти Грузии заявляют о готовности провести референдум, чтобы таким образом показать, что мнение властей, скажем так, совпадет с мнением народа. Я так вижу эту ситуацию. При этом хочу согласиться с большим количеством людей в Абхазии, которые говорят о том, что нам в Абхазии не стоит расслабляться, то есть нужно наращивать оборонный потенциал. В принципе, это априори так до тех пор, пока внутри Грузии существуют реваншистские настроения, и пока у Грузии остаются претензии на нашу территорию от реки Псел до Ингура. Именно, кстати, поэтому сейчас крайне актуальны женевские дискуссии. Это как раз тот случай, для которого подобные форматы и существуют, в принципе. Дипломаты должны вести переговоры, чтобы предотвратить, скажем так, или предугадать очередную эскалацию в регионе. Главная цель дискуссии, это так вкратце, это подписание мирного договора, документа, юридически обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. И сейчас самое как раз время подписать этот документ, чтобы таким образом снизить напряженность в регионе Южного Кавказа и подать пример, кстати, другим странам по всему миру, не только на Южном Кавказе, потому что постепенно эти горячие точки накаляются, как мы видим. По поводу женевских дискуссий, они были на паузе, но сейчас есть вероятность, что они возобновятся, и МИД Абхазии выражает надежду на то, что в рамках этих женевских дискуссий как раз и будет реакция на сообщение Грузии о том, что, возможно, там проведут референдум. Как вы думаете, насколько могут женевские дискуссии повлиять на позицию Грузии, на проведение или не проведение референдума, открытие или не открытие второго фронта? Как вы думаете? Вчера в МИДе Абхазии заместитель министра Ираклий Тужба провел встречу с
так называемыми сопредседателями, да, участниками, в общем, женевских дискуссий. И там, конечно же, Ираклий Вахтангович, опытный дипломат, он обозначил озабоченность абхазской стороны в связи с заявлениями и вообще в связи с тем, что происходит во внутренней политике в Грузии, какие тенденции там идут. Он в принципе, высказал мнение народа Абхазии, да, вот мнение большинства людей, то, о чем говорят сегодня в государстве. И, конечно же, проведение женевских дискуссий, даст Бог, они пройдут 5 октября, то есть следующий раунд пройдет 5 октября, они будут способствовать тому, чтобы, как минимум, мы могли предсказать настроение, предсказать ситуацию. То есть сегодня, когда нет общения, нет прямого общения с дипломатами вражеского для нас государства, мы не можем, мы лишь предполагаем, что они могут принять, и исходим из разных сообщений в СМИ. СМИ, вы сами знаете, иногда подают информацию так, как нужно международной повестке, иногда внутренней повестке. Это не всегда объективно. Нужно их глубоко анализировать для того, чтобы прийти к какому-то выводу. А женевские дискуссии, как говорил всегда Григорий Борисович Карасин, что пока идут женевские дискуссии, по крайней мере, в регионе Южного Кавказа мы можем быть спокойны, мы можем предотвращать какие-то возникающие недопонимания и противоречия, и таким образом предотвращать более крупные конфликты. Поэтому здесь мое мнение, что дискуссии сейчас они актуальны как никогда, их нужно продолжать для того, чтобы считывать настроение не только грузинских наших коллег-дипломатов, но и дипломатов всех других стран, присутствующих на женевских дискуссиях. Это и США, это и Евросоюз, и ООН, и ОБСЕ, кстати говоря. То есть, чтобы понимать их настроение тоже. Это очень важно. Поэтому, в общем, я присоединяюсь полностью к тому, что озвучивал Ираклий Вахтангович на встрече с председателями. Мы видим последнее время несколько замороженных конфликтов в регионе вспыхнули с новой силой. Какая связь между тем, что сейчас происходит в Армении, и тем, что происходит на Украине? Есть ли вообще, на ваш взгляд? На самом деле, история между, Арменией и Азербайджаном за Карабах, да, это вообще отдельная история, которая уходит корнями намного раньше, чем спецоперация, да, на Украине. Но, тем не менее, сама специальная военная операция России, она разбудила многие спящие конфликты. Некоторые перешли в активную фазу, как Азербайджан и Армения, вроде бы сумели вчера достичь договоренности в 19:00 вроде бы все было спокойно вчерашнего дня. Надеемся, что так и будет продолжаться дальше. Вообще сейчас все, что происходит в геополитике, так или иначе связано с спецоперацией на Украине. Но что касается, например, конкретно Армении, Азербайджана, то, по крайней мере, из того, что я читал в открытом доступе, Азербайджан выбрал достаточно антироссийскую позицию в ситуации со спецоперацией. Я исхожу в первую очередь из заявлений лидеров партии, депутатов, того же депутата парламента Азербайджана, который на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы 27 апреля это было, он назвал действия России на Украине международным преступлением, нарушением всех международных норм. Это, конечно же, тоже играет свою роль, то есть позиция Азербайджана. Потому что если бы она была бы полностью, то есть политическая элита была бы полностью солидарна с Россией, то тогда вряд ли бы они бы пошли на какое-то даже малейшее обострение, конфликта с Карабахом, с Арменией, чтобы лишний раз не подвергать, не отвлекать Россию от главной задачи. Затягивание, спецоперации на Украине, все-таки в этом причина. А может ли сейчас, на ваш взгляд, измениться стратегия спецоперации? Затягивание спецоперации, конечно же, является... затягивание, знаете, как у спецоперации все-таки, скажем так, свои цели и задачи, и свои временные рамки. Сроки не обозначены, стоят определенные цели, поправить себя хотела бы. Вообще в каждом,
в каждом замороженном конфликте, да, существуют посредники. Как правило, это Россия, США или Евросоюз. Ну, как правило, в основном. И когда есть диалог с участием заинтересованных сторон при посредниках, при вот вышеназванных посредниках, тогда вероятность возобновления конфликта низка или как минимум, предсказуема. А сегодняшняя ситуация, в которой в одностороннем порядке выслали российских дипломатов, сожгли почти все мосты, все каналы общения, сложно что-либо предсказать. Поэтому там какие-то конфликты уже разморозились, какие-то еще на стадии, скажем так, разморозки или там, наоборот начинают накаляться, да, то есть это та же Румыния, Молдавия, да, там очень сложная ситуация, потому что у России большое влияние на Молдавию, а Евросоюз этого не хочет, и поэтому он через Румынию борется с российским влиянием. Поэтому Молдавия в скором порядке подала заявку на вступление в ЕС. Там же и Приднестровье, которое находится в зоне серьезных перипетий. Я уже не говорю о периодически вспыхивающих конфликтах там, в Палестине и Израиле. Это и турецко-сирийское направление, возможно, даже и турецко-греческое. И, конечно же, Республика Китай, Китайская Народная Республика, то есть, Тайвань, да, Республика Китай. Там тоже возможное обострение. То есть они были уже и, возможно, продолжение. Поэтому, конечно же, ситуация со спецоперацией, она просто стала катализатором глобальных изменений, которые на протяжении долгих лет сдерживались общением дипломатов. Это вот дипломатов, я имею в виду ведущих мировых держав. Это вот мое мнение, так вот сложилось, что теперь эти дипломаты перестали общаться, и вот все начинает рушиться. Сейчас мы видим, кстати говоря, на мой взгляд, это мне как дипломату, по крайней мере, хочется так думать и верить в это, что роль дипломатии на самом деле была недооценена. То есть благодаря дипломатам удалось оттянуть вот этот момент до весны 2022-го? На самом деле не только, конечно, благодаря дипломатам, но, скажем так, дипломаты все-таки после Второй мировой войны таких глобальных конфликтов не было больше. Вспыхивают, да, конфликты, которые были заморожены, какие-то новые могут возникнуть. Насколько вероятно начало Третьей мировой войны в ближайшее время? И в каком случае можно определить, что началась Третья мировая? Потому что некоторые говорят, что она уже идет, Третья мировая. Я на самом деле внимательно тоже слежу за высказываниями мировых лидеров на эту тему. Например, приведу несколько примеров, цитат. Сергей Викторович Лавров сказал, что Третья мировая была бы разрушительной ядерной. То есть, по его мнению, сейчас еще не идет Третья мировая. Байден, например, сказал, что у него было два варианта. Ввести санкции против России или начать ядерную войну. То есть Байден тоже дает понять, что Третья мировая еще не идет. Трамп говорит, например, о том, что Белый дом слишком много помогает Украине, поэтому рекомендует быть аккуратнее, чтобы не привести к Третьей мировой. То есть он тоже считает, что Третья мировая не идет. А там есть какие-то, скажем так, общественные лидеры или государственные деятели. Например, Сорос на экономическом форуме в Давосе заявил, что события на Украине они уже стали началом Третьей мировой войны, и что цивилизация может ее не пережить. Папа Римский заявлял, что Третья мировая уже идет, что помимо Украины много конфликтов в других странах, на которые не обращают внимания. Но больше всего, конечно, как всегда, четко, емко и кратко выразился Владимир Владимирович. Он сказал фразу Эйнштейна, что я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая война, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок. То есть таким образом он дал понять, что сейчас еще не идет Третья мировая война, но не дай Господь, она начнется, и тогда нашей цивилизации точно не выжить. И на самом деле это перекликается с тем, что я сказал до этого, что после окончания Второй мировой войны был выстроен механизм сдерживания, то есть военного сдерживания, благодаря которому в мире не было глобальных конфликтов. И этот механизм сдерживания включал в себя и дипломатическую линию очень сильную, не только военную, да, не только, скажем так,
создания ядерных боеголовок ведущими мировыми державами, чтобы сдерживать друг друга, да, но и дипломатическая линия очень серьезная, которой сегодня катастрофически не хватает. И вот этот механизм, конечно же, я имею в виду военный механизм военного сдерживания, он рассчитан в первую очередь на человеческий страх взаимного уничтожения. И он вот сдерживает мировые силы от резких каких-то решений, необдуманных, и заставляет уважать политику друг друга. Вот. Но тем не менее, конечно, если вот посмотреть на то, что происходит в мире в целом сегодня, то это некая новая такая форма, ее называют гибридная война, да, то есть можно сказать, что это идет мировая война, потому что в новом качестве, потому что боевые действия идут на территории Украины, ЛНР и ДНР, да, но на самом деле там, руками украинцев воюет там, против России, воюет весь, скажем так, весь Запад коллективный. То есть они и деньги посылают, и оружие посылают, и добровольцев посылают, и так далее. То есть, это такое противостояние, на самом деле, двух миров. Русский мир и против западного мира. Вот я вижу так эту ситуацию. Вот нехватка энергоресурсов, зерновой кризис, продовольственный кризис. Европа сейчас испытывает серьезные проблемы. Вот из-за этого, конечно, очень многое на кону сейчас. Что может сделать Европа в отношении России? На что пойти? Вот мы про ядерное оружие говорим. Все-таки что может заставить ядерные страны применить оружие? Может ли из-за таких социальных проблем какое-то из государств пойти на такой шаг? Вы знаете, хотелось бы надеяться на то, что все-таки в руководстве стран, у которых есть в наличии ядерное оружие и есть возможность его применить, все-таки люди со здоровой психикой, как минимум, и они не начнут уничтожение цивилизации. Из-за каких-то, скажем так, социальных ограничений, максимум, что там может произойти, это свержение власти из-за недовольства. Евросоюз вводит все новые и новые санкции в отношении России, да, придумывает все, что можно, там сейчас вот с визами началась у них эпопея. А тем временем власти многих стран Евросоюза также вводят меры ограничения, но уже для своих граждан. Это, конечно же, касается в первую очередь каких-то бытовых вещей, социальных, бытовых. Там каждая страна Евросоюза сама рассчитывает свои ресурсы и принимает решение, в чем ограничивать граждан. Там я уже не говорю о том, что, например, Эйфелеву башню будут отключать на час раньше, чтобы экономить электроэнергию. Да? В других странах Евросоюза людей просят реже мыться. В общем, возвращаются в средневековье, да, постепенно. Учитывая то, что европейцы привыкли к определенному уровню комфорта, за все после войны, имею в виду после Второй мировой войны, конечно, время, все эти ограничения приведут в среднесрочной перспективе, не сразу, конечно, к повышению антиправительственных настроений. И мне кажется, что некоторые страны ЕС в них образуются народные движения за выход из Европейского Союза, по примеру Великобритании. И мне кажется, такие страны, как Италия, Испания, возможно, они будут в авангарде, может даже Греция, то есть в авангарде вот этого вот движения за выход из Евросоюза и налаживание все-таки отношений с Россией, снятие санкций, потому что кто бы что ни говорил, нынешняя ситуация показала, продемонстрировала всем нам, как современный мир взаимозависим. И вообще в целом, как привычная жизнь граждан Европейского Союза, стран Европейского Союза, на самом деле зависит от энергоресурсов России. То есть я вижу развитие событий в таком ракурсе. Хорошо, вот эти глобальные изменения, которые сейчас в мире происходят, украинская тема для Абхазии, как это повлияет на ситуацию у нас в республике, на ваш взгляд? Санкциями Абхазию не напугать, но тем не менее... Да, на самом деле наш международно-правовой статус имеет как плюсы, так и минусы, конечно, но и в плюсы входит то, что нас санкциями абсолютно никак не напугать. У нас такое... Мы в этом смысле...
Да, у нас иммунитет, и в этом смысле слова мы находимся в такой параллельной вселенной. А вот, о самых негативных последствиях, да, которые могли бы быть, это вот открытие второго фронта, мы уже сказали выше. На мой взгляд, наша первая задача сейчас – это обеспечить ситуацию, при которой ни один гражданин Абхазии не погибнет. Вот, а все остальные какие-то негативные социальные последствия можно пережить. Мы, к сожалению, научные уже. А вот я бы хотел посмотреть на положительные последствия. На мой взгляд, они тоже есть. Конечно же, Абхазия тесно связана с Россией не только в плане единого социокультурного пространства, но и экономически. Когда России сложно, нам тоже сложно, но уверен, вот эта вся сложная ситуация, она еще больше сплотит, сблизит наши народы. Значит, вот в любой такой сложной ситуации есть и возможности для развития. Например, большая часть западных стран закрывается от России, усложняет въезд гражданам России. Значит, как говорится, дело фиабейт, добро пожаловать в Абхазию. Это означает, что нам в Абхазии нужно больше строить инфраструктурных объектов, туристических в первую очередь, обеспечивать едой, новые сервисы нужны, значит, появляются новые возможности для совместного бизнеса, для мелкого, для среднего предпринимательства. Тут и, соответственно, российский бизнес больше заинтересуется в том, чтобы инвестировать в Абхазию, потому что пойдут новые потоки российских туристов в Абхазию. И плюс нужно учитывать, что мало где сегодня рады гражданам России, да, в качестве туристов. В той же Грузии, например, не очень приветливы к ним, и появился уже языковой барьер. Мало кто в Грузии говорит по-русски, а те, кто говорят, не хотят это делать из принципа. А у нас, например, в Абхазии созданы все условия для комфортного проживания, нахождения граждан России, да. Поэтому, я думаю, и тут, кстати говоря, естественным образом и сельскохозяйственная отрасль будет развиваться, вот, чтобы все это обеспечивать, да. То есть, мне в такой сложной ситуации, я оптимист, и мне хочется всегда смотреть на какие-то положительные стороны, потому что негативных, к сожалению, очень много, и если концентрироваться только на них, то пессимизма будет слишком много, вот, поэтому я вот какие-то положительные все-таки стороны тоже вижу в этом всем, и вот постарался их назвать. Завершая наш разговор вот по поводу механизма сдерживания, который в современных условиях нужен сейчас, чтобы не допустить дальнейшего развития вот этих конфликтов, и, не дай бог, начала Третьей мировой, и еще, не дай бог, с применением ядерного оружия. Вот какой механизм сейчас нужен миру, и каким он должен быть? Значит, все это время до начала спецоперации главным механизмом международных отношений, системы международных отношений был ООН, потому что это, собственно говоря, результат окончания Второй мировой войны и общего коллективного договора всех стран. Но сегодня мы видим, что ООН уже не выполняет так четко свои функции, как они это делали раньше, что многие из ООНовцев предвзято относятся к российской позиции. Поэтому новым механизмом сдерживания по дипломатической линии будет, скажем так, модернизированный ООН. Он необходим просто, потому что очень много стран, у которых, во-первых, замороженных конфликтов, во-вторых, стран, которые не имеют широкого международного признания, но и с ними тоже необходимо взаимодействовать. Поэтому нужно внести корректировки в существующую систему международных отношений. То есть, если вкратце, она уже начинает образуется четвертая система международных отношений, при которой создастся механизм именно дипломатического взаимодействия, и будут учитываться права и мнения, и в том числе немногочисленных народов.
А что касается механизма военного сдерживания, то здесь, как бы, к сожалению, это не прискорбно не звучало, но сдерживанием будет лишь дальнейшее технологическое развитие идущих мировых держав. То есть, если, например, США изобретает какую-то новую ядерную боеголовку, которая обходит все системы ПВО, то это на ней уже, у нее уже большое преимущество. В такой ситуации Россия тоже должна разработать такую же или даже лучшую ядерную боеголовку и систему ПВО нового поколения, которая будет сбивать такие ракеты. Вот, чтобы не было преимущества у одной из держав, нужно, чтобы технологический прогресс шел дальше, и чтобы, в общем, этот механизм работал. Говорить о том, что будет, скажем так, снимут с вооружения ведущие мировые державы, не снимут с вооружения свои ядерные запасы, это было бы наивно. К сожалению, конечно, но это было бы наивно. Поэтому мое мнение такое. Кан, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам, Нава. О вероятности открытия второго фронта против России в Грузии и последствиях геополитических процессов для Абхазии об этом говорили в интервью с послом по особым поручениям МИД Абхазии Каном Тания. Такие были обстоятельства.